Ну что, мужики, наконец-то прибыло от Ивана Горыныча. Почему Горыныча? Ну, Иван это понятное дело. Почему Горыныча? Сейчас узнаем. Сейчас посмотрим. Узнаем. Что да как. Угу. Надеюсь, ничего не сломал. Угу. О. Так. Болтики, винтики, шминтики. Это у нас на баллоне стоит ограничитель или регулировка. По-моему. Ну что, с Горынычем я... Так, где-нибудь тебя поставить, а? Познакомился с Горынычем через интернет. Даже YouTube. Попался я, когда на улице среди зимы оказался, сразу подумал и поехал моему другу в город, если помните, Альберту Олесову. И там я поработал на газовом горне. Вот воздухан, а вот что-то сухая сварка, что ли? Походу сухая сварка. Так, разбираем дальше. Вот, там работал я на газовом горне. И сразу мне понравилось. Ну что, похоже, движок, трансформатор или что, скорость вращения. Ну ладно. Вот, упаковывать всячески человек использует. И сразу после работы на горне решил себе приобрести горн газовый. Как известно, скоро будет своя кузня и свой горн, свой молот и свой ну один лапчик. Вот так вот. Вот. Видно, да? Свой горн и своя кузня. Вот. Что это у нас интересно? А, сверху, что ли? Они не горят. Как будто стекло. Вот. Да, стекловато, ё-моё. Да, оно там полностью. Там внутри тут
по-моему, цельная. И эти мягкие такие, тихонечко они как при сильном нагревании как-то плавятся или как. Вот, они начинают слипаться. Посмотрел много роликов про горн, изучал цены и так далее, но остановился на этом горне. Человек молодой, бывший инженер, сейчас сам по себе. Вот. Взял и в инстаграме пробил сразу там и видео. И сегодня несколько отзывов было от клиентов, что используют именно горны от Ивана Горыныча. Это если будет длинная хвостовик, там, короче, насквозь можно работать. Ну, сразу задал вопрос, сколько температура дает, на сколько времени, не нагревается ли корпус, самые необходимые при эксплуатации вопросики. Ну, тут будем делать ноги специально. Повыше поставлю. Ну, в общем, горн приехал. Ну вот, негде его пока поставить и эксплуатировать. Это комплектующие все есть. Тут немножко узковато. Вот. Ну, дойдут, конечно. Батарея, ножик. Насчет батареи пока не знаю, наверное, насквозь печни то же самое. Ну, в принципе, рабочая зона нормальная. Покажет практика, посмотрим. Эта практика у нас немножко надо время еще. Немножко времени надо построить. Вот. Это у него воздухан. И если не ошибаюсь, тут газ от баллона можно пройти. Угу. Тут движок. Она где-то так стоит, по-моему. Или ошибаюсь. Это просто так. Скорость дутия, подача воздуха. Вот. И эта шнега стоит на баллоне. Баллон, то есть горн, нагревается до нужной температуры. Потом эту же температуру дает, не переставая, но с большим расходом газа. Вот что меня впервые заинтересовало у Ивана Горыныча. Он использует такой приборчик. Если у него разгон, уже горн нагрет и работает, вот, он сразу после нагрева снижает подачу газа, не воздуха, а газа, тем самым минимум 1,5 раза дольше должен работать, чем обычно. И очень большой плюсик должен быть, надеюсь очень на это, нагрев быстрый, качественный, и пушок огня, то есть охват огня не 5, не 8 сантиметров, а целых 15.
15-20 именно пучок воздуха с газом внутри камеры горна. Ну, это уже очень хорошее минимум. Вот. Ну вот, наступит время, зажгу, Иван Горыныч, твой горн, поиспытаем. А так вот только распаковал. Вот так вот.